Салам алейкум. Добрый вечер или ночи, дорогие друзья, подписчики, кнопочные герои, лжи, патриоты. Короче, истинно верующим мусульманам салам. Привет друзьям, а тем кнопочным героям желаю измениться в лучшую сторону. И нет, даже, можно сказать, вопрос, даже не вопрос, больше хочу разъяснить ситуацию и задать вопрос тем хорошим ребятам, в кавычках, которые целый день обсуждают и осуждают меня и мою интервью. Я сегодня в обед объяснил, что и почем, что я думал, о чем я говорил. Я понимаю маленьких подростков, которые не понимают истории имама Шамиля, истории Кавказа, которые пишут всякую ерунду, которые не даже поняли, о чем я писал и кому я это писал. Они взяли два слова и начали обвинять меня о том, что я говорил, имам Шамиль был предателем. Я думал, умные ребята, настоящие мужчины, мусульмане Дагестана, поймут меня правильно и будут вести разъяснительную работу среди своей молодежи. Я до сих пор вижу, что они поддаются на всякую провокацию, и пишут то, о чем не должны они писать. Я задаю вопрос еще раз тем последователям имама Шамиля. Каким был имам Шамиль и вы, какими являетесь сегодня? И за что, почему он ваш герой? За то, что он воевал против России? Или за то, что он, вам не нравится слово «сдался» и уехал, жил в Калуге, и в Калуге жил Почему? И из-за того, что вы его выгнали из Дагестана, и вынужден был переехать в Чеченскую республику, и что его встретил Ташу Хаджи, и после этого его приютил брат старший Умар Байсангура Биноевского, за то, что он его там вылечил, и за то, что его в Чечне избрали имамом Чечни, потом присоединили Дагестан чеченскому имамату. За то, что он 19 лет у нас воевал и уничтожил 70% мужское население, 2/3 населения, численность населения снизилась. И после этого, когда он вернулся в Дагестан, Гуниб, через 2 месяца он по каким-то причинам вел переговоры, которые он не разрешал нам, чеченцам, вести
любого, кто приходил с таким предложением, они расстреливали. Нельзя вести с Россией переговоры, да. И после того, как он, как вы говорите, ради народа, после того, как он увидел, что войны были истощены, народ устал, после этого он принял такое решение, да. Но чеченцы тоже устали, воевали. Наш, где я родом, Биной, 11 раз сожгли из-за имама Шамиля, да. Мы его не предавали, не продавали. До конца шли за ним, да. И то, что я задал вопрос, не обвинил я, слова не сказал, что он предатель. Я задал вопрос. История так пишет, как это так, да. Вы начали меня обвинять во всех грехах. Те, кто пишут, чтобы угодить тем интернет-героям, да, он выставляет посты, я их не считаю вообще мужчинами, да, он. Я их считаю шайтанами. Я их не считаю последователями имама Шамиля, да, он. Когда я читаю пост, захожу в Инстаграм, этот последователь имама, потомок имама Шамиля в трусах со своими женщинами, голый там, лежит там, где не знаю, да он. Почему ты, если ты считаешь его героем за то, что воевал против России, почему ты не воюешь? Ты что, да он? Не потомок, да он, не слушаешь, да он, или не последователь имама Шамиля, что ли, да? Или если он подписал соглашение, почему не поддерживаешь, не придерживаешься этому, да он? Почему имам Шамиль уехал из Кавказа, да он, не жил у нас в Чечне, да он, или в Дагестане, да он? Я же не задал вопрос вам, или не озвучил. Тогда с Шамилем были его самые преданные мюриды, да он. Во главе с Биноем Байсангуром Биноевским, да он. Почему оставил 500 своих муридов? Хотя бы почему не договорился, да он, чтобы их пропустили? Они должны прорвать тройное кольцо, и после этого еще 1,5 года они воевали, да он. Я же об этом не говорил, господа патриоты кнопочные, да он. Почему у вас ко мне претензии, да он? Вы же уже 20 лет, да он, обвиняете в том, что чеченские террористы вторгли Дагестан. Чеченских террористов нету. И не было. Мы сами уничтожили своих террористов, и в том числе тех террористов, которые из Дагестана пришли к нам. Мы же не обвиняем вас. Вы празднуете каждый день, у вас праздник, да он, победа над чеченскими террористами. Чеченские террористы вторглись, да он. Они никуда не вторглись, да он. Их пригласили ваши же террористы. И провозгласили, да он, независимое государство, да он, Дагестан, исламское, да он, государство Дагестан. Почему вы не говорите о своих, да он? И те сегодня герои, которые говорят про это, да он, хасаюртовские, да он, у них жил, да он, раббани дома. Есть доказательства, они снабжали целые группы, да он. Сегодня они считают себя великими воинами, которые выиграли борьбу террористов. С вами были, да он, и чеченцы. Один из первых, кто пришел в Дагестан, сказал свое мнение, мнение нашего народа, это Ахмад Хаджи Кадыров. Он сказал, мы осуждаем этих шайтанов, террористов, они не чеченские, они не мусульмане, да он. И сегодня, да он, вы зацепились за слово, да он, не прочитав текст полностью, начали обвинять меня. Я говорю вам, пошли вы знаете куда, подальше, да он. Те, которые пишут, если вы мужчина, да он, назначьте время, да он, и место, да он, и посмотрим, кто есть кто, да он. Когда я вам говорю, напишите свой номер, вы удаляете свои инстаграмы, да он, и начинаете блокировать все, да он. Вот вы герои, да он. Я нескольких привез
и говорят, встают на колени, да, и говорят, что Рамзан, ты наш герой, ты наш, такого на Кавказе, как ты, нет, да. Вы начинаете говорить совсем по-другому, да. Я вас прошу, да, взрослых хотя бы, да, пишите нормально, да, поймите, да, выслушайте меня, да. Если реально сказать, у нас есть о чем говорить, да, мы не говорим, да. Нам, если честно сказать, от имама Шамиля, да, пользы не было, да. Мы практически, можно сказать, уничтожили свой народ, да. Все села сожгли, да. И что в результате, да, построили государство исламское, что ли? Построили мечети, что ли? Медресе, наоборот, искоренили, можно сказать, полностью народ, да. Я задал вопрос своему народу, почему мы должны за кем-то идти всегда? Будь он имам Шамиль, будь он Хатаб, будь он, не знаю, Абу Аус, Абу Умар, Абу Валид. У нас своих героев нету, что ли? И если вы такие герои, почему из-за 26 лет, 19 лет имам Шамиль находился у нас? Значит, чеченцы воины. Значит, чеченцам можно доверять, И имам Шамиль целым невредимым выехал из республики. По дороге кто его грабил? Не чеченцы, да он. Просто посмотрите историю, да он. И я не обвиняю его, почему он сдался, или почему он договорился, да он. Ну что изменилось в лучшую сторону после того, как он договорился с царской Россией, да он. Можно было договориться, да он, 20 лет назад, да он. Вы же, дагестанцы, да, воевали против имама Шамиля. Вы же давали за его голову большие деньги, да он. У вас же есть мнение, есть дагестане, которые считают его предателем, есть считают его, да он, врагом народа, есть люди, которые считают героем, да он. А я слова не сказал про имама Шамиля плохого, да он. Вы начали, да он, как будто у вас больше делов нету, да он. Если у вас ко мне претензии, да он, я здесь в центре города, Грозном, да он. Приезжайте, я сегодня сказал вам, почему вы хотите митинг провести в Махачкале в центре, да он. Если я виновен в этом, приезжайте в Грозный, да он, и выскажите свои претензии ко мне, да он. Наконец-то будьте мужчинами, да он, будьте мусульманами, да он. Вы всякую чушь и ерунду пишете, создаете ролики, да он. Мы у себя в республике навели порядок. У нас нету клубов, у нас нету, да он, другие направления. Мы строим мечети, мы строим здоровую нацию, да он. Здоровую, ведем здоровый образ жизни. И вы хотите сказать, в этом наше предательство, да он? Вы начинаете обвинять меня в том, что я пехотинец Путина, он там туда-сюда. Да, я пехотинец Путина. Да, он мой президент, он мой командир. А у вас кто командир? Не Путин? А если у вас не командир Путин, а может ли расшифровать, да, он верховный главнокомандующий, он и есть командир, он и есть президент, он и есть царь. Назовите его как хотите, да он. А вы не часть территории Российской Федерации, да он. Я герой, генерал Российской Федерации. И я служу нашему государству. Это выбор моего народа. Мой народ выбрал, проголосовал на референдуме, что они хотят жить в составе Российской Федерации. И мне ислам говорит, но он обязывает меня защищать это государство и выполнять все приказы президента страны. Да он.
Если этот президент вам разрешает молиться, строить мечети, мусульманин обязан служить своему руководителю. Если я не прав, покажите мне другое совсем, обратное. И в чем вы хотите меня обвинить? Да, мы воевали и против федерального центра. А вы где? Чем занимались? И у вас какие заслуги в служении исламу, служении народу, государству? И вы меня какие-то шнурки, шайтаны, я вас называю кнопочные герои шайтанами. У вас нету чести, совести. Будьте мусульманами, будьте людьми, не пишите ерунду. Я вам ясно сказал, что я не говорил, имам Шамиль предатель. Я задал вопрос, как его назвать, если вы называете Шамилем Басаева террористом, который вторгся, как вы говорите, в Дагестан, который вторгся к нам в республику и 19 лет воевал. Как мы его должны называть? После того, как он сдался или перешел на сторону царской России, от этого для чеченского народа ничего хорошего не было. И почему мы должны считать его героем своим? Да, сейчас один из самых уважаемых людей пишет, у меня мурашки по телу пошли, как я прочитал про имама Шамиля. Да, конечно, у меня тоже мурашки пошли, когда я читал про Биноева, Байсангура Биноевского, про шейх Мансура. Я же не говорю плохого, дорогие друзья, будьте людьми, мы братья. Я вам раньше говорил, когда Ахмат с Зенитом играли на стадионе Анжи, вы показали свои братские отношения, кнопочные герои, Вы за кого болели? За Зенит болели. А вы говорите, что мы братья, Если мы братья, не на словах, а на деле должно быть, И каждый ставит фотографии, что я потомок имама Шамиля. Тогда соответствуйте имаму Шамилю, Будьте, выше, чем должно быть, А вы сегодня показали в совсем плохом виде вас, всех, себя, И вы знаете мою позицию, я всегда говорю, как есть. Я говорю, кто есть кто. Когда я хочу назвать плохо и хорошо, я называю, вещи своими именами, Так что будьте любезны, Одумайтесь, и уберите свои комментарии, Взгляд имама Шамиля нас не пугает, наоборот, радует взгляд имама Шамиля, Не знаю, кого, наверное, он вас пугает, меня радует его мужественный взгляд, его мудрость. Вы же говорите, что Ахмад Хаджи предал, России, что Ахмад Хаджи за Путина и Рамзан за Путина. Интересные вы люди, Мы граждане России, конечно, мы за президента, И было бы плохо, если было бы по-другому, Дагестанский народ – это часть территории Российской Федерации, А у нас всех президент один, это Путин. Так что я вас уверяю, у меня самые теплые отношения к дагестанскому народу. Я очень уважаю настоящих мужчин.
но я очень, я говорю, плохо отношусь к тем спортсменам, тем блогерам, которые хотят угодить там подросткам и начинают говорить, вы где были, до сих пор про имама Шамиля, не говорили. Я сегодня с нашим братьем говорил из Дагестана, я говорю, они говорят, спасибо Рамзану за то, что сегодня назвал имя имама Шамиля, и так объединил он весь дагестанский народ. Вот видите, я говорил хорошие вещи, а наш враг шайтан хотел по-другому преподнести, из-за этого братья из Дагестана объединились. Но будьте любезны, не путайте, и не ругайтесь, и будьте, мусульманами. Я с одним разговаривал, с парнем, я говорю, ты прочитал, о чем я писал, Нет, не прочитал, я отрывок прочитал. И начал он вести, ерунду. Я говорю, ты почитай хорошенько, ты послушай. Я никогда не говорил плохо про дагестанский народ, Я всегда с уважением относился, и мой отец, и мы все, Давайте, будем делать так, чтобы нас не разделяли кавказцев, Вы во всех грехах меня обвиняете, Так что я еще раз прошу вас, будьте аккуратны в комментариях. Вот сейчас тоже пишут, имам Шамиль герой, легенда. Я вам говорю, имам Шамиль герой, легенда. Имам Шамиль история, Для кого-то совсем по-другому, Но я говорю, за 19 лет он ничего хорошего для нашего народа не принес. У нас все села практически были сожжены, Я вам говорю, 2/3 населения, уменьшилось, 70% мужчин, уничтожено было, Я говорю, что нам от этого хорошо не было. И я сейчас призываю свой народ чеченский, зачем нам нужны откуда-то имамы? Зачем мы должны воевать? Мы должны строить образование, здравоохранение, промышленность. Мы должны воспитывать профессоров, докторов, инженеров, У нас очень умные, подрастающее поколение. Мы должны расти спортсменов. Так что нам уже надоело воевать, Нам не нужны никакие имамы, А вашего имама, который стал имамом у нас в Чечне, Урус-Мартане, и потом соединил чеченским имаматом Дагестан, он был действительно мудрым, смелым человеком. И он вовремя сдался, и хороший приют нашел. У меня единственный вопрос был имаму Шамилю, если он был бы жив, я ему задал бы вопрос. Почему ты не остался в Дагестане, или почему ты не остался в Чеченской Республике? Почему ты уехал и жил в Калуге, У меня был бы вопрос к нему, и больше нет вопросов. Всегда бывают ошибки, всегда бывает. Если он знал бы, что он не выиграет, может, он не начал бы военные действия против царской России, Но он не выиграл ничего. Уничтожили целые народы, Так что, еще раз, ассаламу алейкум, еще раз желаю всем удачи, и тем кнопочным героям, которые пишут чушь и ерунду, я говорю, дай Всевышний вам имана, чтобы вы опомнились. Если дальше продолжает и будет писать, есть черти, и их только остановит пуля, Мы с чертями воюем уже давно,
Так что не будьте чертями, Дон, будьте мужчинами, мусульманами, кавказцами, Дон. Любите друг друга, уважайте друг друга, Дон. Я вас прошу, чеченскую молодежь, Дон. Не пишите плохо про имама Шамиля, Дон. Про дагестанского народа, про тех, которые пишут ерунду, Дон. Мы, все аккаунты, которые пишут ерунду, мы с ними работаем. Вы же знаете, что мы работаем с ними. Находим, привозим, будем привозить, будем работать с ними, будем доводить до них, что нельзя оскорблять достоинство мужчины, Дон, мусульманина, и за это приходится отвечать, Дон. Так что Аллаху Акбар, Ахмад сила, Дон.